Знаний увидев свет, дети, в школу идите, в памяти крепко навек прочитанное сохраните. Учение даст вам счастье, оно озарит, как свет, каждое ваше желание и яркий оставит след. Эти строки написал знаменитый казахский ученый-этнограф, переводчик, общественный деятель, просветитель и писатель Ибрай Алтынсарин. Он с самого раннего детства понимал важность образования. Ибрай с радостью учился сам и, став взрослым, с таким же удовольствием начал обучать других. За свою короткую жизнь общественный деятель успел сделать многое во благо родного народа. Благодаря упорству Алтынсарина возможность ходить в школу получили не только мальчики, но и девочки, что в мусульманском мире считалось недопустимым. Ибрагим пользовался уважением у казахов, его обожали русские. В конце жизни писатель удостоился чина статского советника, но сам он к высоким должностям и почестям не тяготел. Главным делом его жизни было народное образование, а все остальное великий казах считал второстепенным. Творческая биография Алтынсарина началась в 1879 году с выхода его первой книги «Киргизская хрестоматия». В построенных им школах, помимо мебели и инвентаря, была постоянная нехватка учебников. С этой ситуацией педагог решил бороться, выпуская собственную учебную литературу. Вслед за хрестоматией увидела свет книга «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку», направленная на помощь преподавателям. Труды автора отражают его разносторонне развитую личность. Он публиковал стихи, сказки, басни, этнографические исследования. Сам Ибрагим себя писателем не считал. Он говорил, что все его произведения были созданы исключительно для первого тома киргизской хрестоматии. В начале книги собраны небольшие рассказы о повседневном казахском быте, с которым был хорошо знаком каждый юный читатель. Помимо рассказов, создатель включил в хрестоматию десятки народных пословиц, легенд и загадок. В этих книгах использовался новый казахский алфавит, созданный на основе русской графики. Во вступительной статье «Киргизской хрестоматии» Алтынсарин писал: «Книг общеобразовательного содержания почти не имеется ни на одном из азиатских языков. Мы вынуждены искать подобные руководства на ближайшем русском языке, вследствие чего мы сочли за более удобное напечатать настоящую хрестоматию русскими буквами, чтобы она прямо соответствовала своей цели, то есть служила непосредственным путеводителем к более ученым и общеполезным книгам, не противореча последним ни своим содержанием, ни алфавитом». В своем поэтическом творчестве Ибрай Алтынсарин прежде всего пропагандировал значение народного образования, обращался к молодежи с призывом приобретать знания. Необходимость образования во времена Алтынсарина нужно было доказывать. Трудно было не только открыть школу, но и набрать учеников. Алтынсарин пишет стихи, обращенные к детям, в которых он призывает их учиться. Самое известное из них «Давайте, дети, учиться». В нем говорится о пользе науки, знаний в жизни человека. Веками кочевник считал, что все его богатство – это скот. Но гораздо прочнее другое – истинное богатство – знания. В этом и стремится Алтынсарин убедить молодежь. Только знания могут сделать человека всемогущим, счастливым. В стихотворении «Строят дивные дворцы» поэт также внушает читателям мысли о необходимости борьбы за знания, которые вывели бы казаха в ряды цивилизованных народов. Наряду со стихами на общественно-просветительские темы в поэтическом творчестве Алтынсарина есть такие произведения, где раскрывается социальное неравенство в ауле, обличается скупость и жестокость баев. Гнет несчастный народ свои спины в поклоне, над народом всесильные ханы на троне. Бедняков обирают по-зверски, бесчестно, а богатых одаривают повсеместно. Алтынсарин мастерски рисовал и картины родной природы,
Наверное, нет ни одного настоящего поэта, который не восхищался бы своеобразными законами гармонии, красками и звуками природы. Симпатия к природе есть первый момент духа, начинающего развиваться. Каждый человек начинает с того, что непосредственно поражает его ум формою, краскою, звуками, писал Белинский. Алтынсарину бесконечно близка степная природа. Особенно его волнует степь весной. В стихотворении «Весна» картины природы неотделимы от картины народной жизни. Панорама ожившей степи с благодатостью земной, с далью голубой, когда в росном тепле испарений бескрайних простор уже покрывается свежей душистой травой, дополняется задушевным описанием радостной встречи вечно живущего с весной. Куланы, сайгаки в просторах весенней земли заскачут довольные тем, что опять расцвели высокие травы, и на воду чистых озер опустятся с криками лебеди и журавли. А в час, когда солнце слепит человеческий взор, манящий мираж задрожит в лучезарной дали. Весна приносит радость людям. Зоркий глаз Алтынсарина замечает и резвящихся малышей на бархате трав молодых, и снарядивших в путь караван, и женщин с веселыми шутками, и расставание влюбленных на заре. Вместе с тем, Алтынсарин не просто тонкий наблюдатель природы, умеющий давать красочные зарисовки. Это поэт-философ, задумавшийся над смыслом жизни, вечным ее обновлением. Природа в глазах поэта – это великий целитель, она вносит в жизнь умиротворенность. Алтынсарин с восторгом воспринимает жизнь, верит в то, что она разумна и прекрасна. Это можно почувствовать не только в стихотворениях «Весна», но и в другом его знаменитом стихотворении «Река». С одной стороны, это конкретный образ реки, по берегам которой растут сочные травы и пастутся стада, а в светлых струях резвятся косяки рыб, а с другой – это символ вечно текущей жизни. Сотни стад не сумеет реки замутить, и ничем невозможно ей путь преградить. Художественная конкретность пейзажа, проникновенное описание природы, воздействие ее на чувства человека с его думами, жизнью и заботами свидетельствует о реалистической манере изображения автором действительности. Кроме стихотворений, Алтынсарин писал рассказы, в которых также выражены демократические, гуманистические, просветительские идеи автора. В них в социальном аспекте рисуются картины быта и нравов казахской жизни в 60-70-х годах XIX века. В рассказах «Сын бая, сын бедняка», «Кипчак, Сыйткул», «Юрта и древний дом», «Невежество», «Вред лжи» и других ставятся важные проблемы общественной жизни, социальное неравенство, преимущество оседлого образа жизни, вред невежества, польза знаний и науки. В рассказе «Сын бая и бедняка» повествуется о том, как два мальчика-ровесника, случайно оставшиеся на месте старого кочевья, разыскивали откочевавший аул. Рассказывая об их приключениях, Алтынсарин показывает характеры этих мальчиков, обусловленные их социальным положением, образом жизни, воспитанием, навыками и привычками. Смысл рассказа в противопоставлении двух характеров, двух социальных типов. Усем сын бедняка, он трудолюбив, и этим определяются все его достоинства. Именно труд воспитывает настоящего человека, способного преодолеть любые жизненные препятствия, а праздность – корень пороков. Этот рассказ преследует педагогические цели, он учит и наставляет. Алтынсарин стремится не к сложности, а к ясности и простоте характеров. Но эти характеры не абстрактные, они подсказаны реальной жизнью. Жизненная точность, легко напрашивающиеся дидактические выводы – все это сделало рассказ «Сын бая, сын бедняка» популярным не только среди казахских школьников, но и среди русских читателей.
Еще в 1890 году в журнале «Родник» рассказ был напечатан в русском переводе. Важным для понимания мировоззрения демократических и гуманистических взглядов Алтынсарина является и рассказ «Кипчак Сыткул», написанный в 70-х годах и опубликованный в киргизской хрестоматии. В 70-е годы, в пору расшатывания устоев патриархально-феодального уклада, в степи казахские бедняки начинают переходить к оседлости, заниматься земледелием. Алтынсарин поддерживает их. В рассказе «Кипчак Сыткул» труженик Сыткул глубоко ненавидит баев, ищет избавления от них. Он и его бедные сородичи поселяются в долине речки и занимаются земледелием. С теплотой описывает Алтынсарин совместный труд земледельцев, показывает, как укреплялось сотрудничество бедняков, как оно все больше и больше притягивало к себе других. Беднота из кочевого населения присоединялась к Сыткулу. По прошествии 5-6 лет число хозяйств, руководимых им, дошло до 400. Успехи Сыткула и его друзей Алтынсарин объясняет их исканиями, тем, что они приобщались к земледелию и торговле. Как и в рассказе «Сын бая, сын бедняка», Алтынсарин прославляет трудолюбие. Человек труда нигде не пропадет, и счастье найдет его. В рассказе «Кипчак Сыткул» Алтынсарин использует свой излюбленный прием антитезу. Труженику Сыткулу противопоставлен его старший брат, стремившийся разбогатеть воровством и грабежом чужого скота. В конце концов он был убит. Автор подчеркивает мысль о том, что добро, добытое насилием и грабежом, не идет впрок. Чтобы дети знали свой фольклор, Алтынсарин собирал пословицы, сказки и загадки казахского народа. Вот некоторые казахские загадки, напечатанные в первом томе его собрания сочинений. Белый баран ушел, а черный остался. Ряд к ряду камни поставил, рыжую лошадь свободной оставил. Есть один белый дом, но если задумаешь войти, дверь не найдешь. А вот пословицы. Если дашь, то возьмешь, если посеешь, то пожнешь. Ветер разбивает горы и камни, слово убивает человека. А еще он переводил поучительные рассказы Толстого и Крылова. Особое место в творчестве Алтынсарина занимают этнографические очерки. Среди них очерк обычаев при похоронах и поминках у киргизов Оренбургского ведомства, очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у киргизов Оренбургского ведомства. Тем, кому нужно найти хороший материал по обычаям казахов, найдут в этих статьях много интересного и полезного. Всю свою жизнь Алтынсарин посвятил просвещению родного народа. Им было создано более 100 больших и малых литературных произведений. Среди них 35 стихотворений, 50 рассказов и неисчислимое множество других образцов казахской литературы. Весь свой педагогический дар и талант Алтынсарин постарался направить на просвещение своего народа, чтобы приобщить его к общечеловеческим ценностям. За просветительскую, профессиональную и общественную деятельность Ибрай Алтынсарин неоднократно отмечался наградами Российской империи. Ему было присвоено звание действительного статского советника. Сегодня имя великого сына казахского народа носят учебные заведения, площади и улицы во многих городах и селениях Республики Казахстан.